Алло. Здравствуйте, это прямая телефонная линия. Добрый день, да, прямая линия. Кто вы, назовите, пожалуйста. На прамую телефонную лінію до помощника президента Анатолія Маркевича звернулися 4 чоловіки. Не тільки з Ляховицького району, але так само з Пінська, Кобрина, Барановичів. З актуальним для місцевих жихарів питанням потелефонував заслужений тренер БССР по легкой атлетиці Андрей Куркач. У меня такой вопрос. Во всех районах Брестской области имеются плавательные бассейны. В Ляховичах и в Ганцевичах не было, но в Ганцевичах, насколько я в курсе, строят гимназию с бассейном. Пояснение на гэты конт дав старшыня Ляховицкого райвыканкама. Разговор с губернатором уже был. И формируем документы, актуализируем документацию и будем пробовать в следующем году попасть в перечень объектов социальной сферы, которые необходимы Брестской области. Хорошо. Поэтому, если все удастся, будет подтверждено финансирование, возможно, в Ляховичах в следующем или позаследующем году, или через 2 года будет бассейн. Звонки таксама тычыліся навядзення парадку на зямлі ў сельскай мясцовасці, прыватызацыі жылля, спрэчных пытанняў паміж суседзямі і іншага. Што тычыцца прыёму грамадзян, да памочніка прэзідэнта з 13 пытаннямі звярнуліся 8 чалавек. Да прыкладу, жыхарка Ляхавіцкага района Людмила Рулінская выказала пажаданне, каб маршрут аўтобуса Ляхавічы-Забелішчы часцей працягваўся да Жарабковічаў. 2 раза в неделю всего ходит. Так дает ответ: едьте утром поездом 6:24 до Ковалей. А обратно чем? Обратно поезд идет 9 часов вечера. Много пассажиров ездит каждый день? Ну, я не знаю сколько, ну, даже хоть раз, 2 раза, да невозможно ехать. Пенсионеров не берут легковые, и чем ехать? Надо изучить пассажиропоток, сколько людей есть ежедневно, промониторить. И если мы видим, что в этом есть смысл, тогда нужно продлевать. Если же там ездит один пассажир и есть свои особенности, надо, может быть, пустить менее затратный вид транспорта. «Газель» есть. Прыём грамадзян без уліку прамой тэлефоннай лініі працягваўся больш за 2,5 гадзіны. Пытанні тычыліся назначэння пенсіі і льгот, працаўладкавання, стану дарог, несвоечасовай аплаты паслуг індывідуальных прадпрымальнікаў адной з гаспадарак раёна, а таксама рэгістрацыі пабудоў на зямельным участку. Памочнік прэзідэнта уважліва выслухаў кожнага са звярнуўшыхся. Местная власть, любая власть, она призвана решать проблемы, вопросы наших людей и поддерживать в любой ситуации. Ни в коем случае нельзя поверхностно относиться, потому что за каждым человеком стоит его боль в чем-то. Порой и такие бывают случаи, когда люди приходят не единожды в различные инстанции, и на протяжении ряда лет эти вопросы не решаются. Па кожным з пытанняў Анатолій Маркевич даў даручэнне мясцовым уладам і адпаведным службам, а іх выкананне ўзяў пад асабісты кантроль. Але на ракурсе Юрый Печур, Миколай Руцкий, телерадиокомпания «Брест».